Добрый вечер. Привет с Белоруссии, и снова с вами я, Людмила. Хочу сегодня поговорить о финансовой свободе. Что же это значит, для чего она нужна? Я думаю, что вы все знаете, что такое финансовая свобода и для чего она нужна. Когда свободен финансовый человек, он свободен во всем. Присоединяйтесь и поговорим с вами. Я сегодня поменяла цель своего эфира. Хочу с вами поговорить. Присоединяйтесь. Я сегодня вышла на улицу. А на улице к вечеру у нас стало очень тепло. Днем был просто очень большой ветер. Очень сложно было бы вообще вести эфир на улице. Что-то у нас в Беларуси постоянно идут ветра. Как-то такого климата у нас и не было. Что-то начало меняться у нас. Как у людей все меняется, так и в стране все меняется, и в погоде тоже все меняется. Говорят, у природы нет плохой погоды. Конечно, каждая погода хороша, но что же нам делать? Поэтому, ребята, пока меня никто не смотрит, людей пока нету, но посмотрим. Если никого не будет, закрою эфир, и на этом все закончится сегодня. Добрый вечер. Вот что значит говорят, что нельзя пропускать эфиры. Если ты уже выходишь в эфир, надо выходить каждый день. Но у меня вчера просто не было возможности выйти в эфир, конечно, и просто не было возможности совершенно. А сегодня тоже поздно я выхожу или не поздно, не знаю, какое-то время не свое. Ну, неважно, посижу немного, пообщаемся. Все-таки, наверное, кто-то зайдет ко мне на эфир, поздоровается со мной хотя бы. Поэтому добрый вечер. Кто присоединяется, какой-то меня. Рада вас видеть. Вот уже собираемся мы потихонечку. И сегодня вы уже меня все знаете, наверное, представляться. У меня сегодня день рождения. Поздравляю с днем рождения. Пусть у тебя в жизни будет все хорошо. Пусть будет все то, что тебе хочется. Здравствуйте, Александр. Александр, добрый день. Откуда вы пришли ко мне? Вкусная сметанка. Но я понимаю, что вкусной сметанкой лет, наверное, 7-8. Сколько тебе сегодня лет исполнилось, скажи мне? Ребята, мне просто почему-то всегда на эфиры заходит очень много детей. Наверное, в это время они сидят одни. Родителей чем-то на 10. Ой, ты уже большая, конечно, если 10 лет тебе. Конечно. Ну, сейчас же каникулы, можно сидеть в интернете, правда? Но мы на каникулах дети проводим больше времени, конечно, в телефоне. Ну, конечно. Рада вас приветствовать. Ну, пусть вы будете дети, пусть вы кто-то будете, вам тоже надо и где-то поразвлекаться. Ну вот и заходите ко мне на эфир, будем с вами развлекаться. Вам 10 лет, а мне 70. Будем самое нормально, правда? И будет о чем нам поговорить с вами. У меня экзамены с понедельника. Ну, удачи вам. Давайте, мы тоже это проходили. Много экзаменов было. В жизни было очень много экзаменов. В институте, в университете, в школе. Поэтому мы это уже прошли, теперь это уже вы проходите.
И помните, учение – это самое главное. Все будет хорошо. Ну, надо же, наверное, готовиться чуть-чуть к экзаменам. Тогда будет все хорошо. Правда, ребята? Видите, какие меня одни школы. А я в Беларуси. Я живу в Беларуси. А вы где? А вы откуда? А, в России? Ну, замечательно. Это недалеко. Беларусь и Россия – это рядышком, наверное. Поэтому я вообще, я вообще уважаю все страны, все нации. У меня нету национальности, нет у меня цвета кожи у людей разного. У меня есть просто люди. Люди, и главное, чтобы это было добрый день. Рада вас видеть на своем эфире. Присоединяйтесь, поговорим. Расскажите, откуда вы. А я вчера не выходила в эфир, конечно, чего-то у меня было состояние не очень хорошее. Да погода была у нас какая-то такая. Меня зовут Людмила. Ну, это же, наверное, подарок тебе такой подарили. Поздравляю. Хороший подарок. Ну, только ж не сиди целое лето в телефоне. Учись гулять, отдыхать без телефона. Ну, конечно, новый телефон, пока ты к нему привыкнешь, пока ты его освоишь, или ты уже все знаешь, будешь сидеть, конечно, в телефоне. Вы знаете, я честно сказать, я выросла без телефона, наше поколение выросло без телефона. Ну, молодец. Наше поколение выросло без телефона. У нас был подвижный образ жизни, мы гуляли на улице. Самое было большое наказание – это когда мама говорила или отец говорит, ты не пойдешь сегодня гулять. Это было самое большое наказание, что ты не пойдешь на улицу. А сейчас наших детей на улицу не выгнать практически. Они все сидят в телефонах с телефонами дома. Ну, можно же с телефонами сидеть на улице, хоть подышать свежим воздухом. Вот как я сегодня вышла, посижу с телефоном в руках, проведу эфир. Привет. Вышла на улицу, вот посижу, у нас так хорошо на улице стало, но как-то погода у нас в Беларуси не балует. Сегодня было вечером, ночью было очень холодно. Как-то и ночью было, ну что такое плюс 8 градусов. Ну, поверьте, это, конечно, не мороз, но это же Иван музыка. Здравствуйте, бабуля. Здравствуйте. Ребята, я на этот статус не обижаюсь, потому что я действительно бабуля. Я просто сегодня хочу рассказать о возможности жить лучше нам, пенсионерам. Я, конечно, сегодня мне хочется обращаться больше к пенсионерам, но у меня почему-то молодежь. Пионеры, наверное. Ну, сейчас уже, наверное, пионеров нету, не знаю. Давно школу заканчивала. Здоровенькие буды. Спасибо, и вам тоже здоровья. Счастья, здоровья, благополучия, учебы хорошей. Сейчас это называется движение первых. Может быть, я не знаю, как это все называется. Какое движение. Я знаю, что я, честно говорю, когда я заходила в этот проект, в своем проекте, в котором я работаю, я вообще в жизни не думала, что пенсионеры могут, во-первых, в интернете зарабатывать, и что я освою интернет. Я в интернете очень плохо. Ваня, вы поехали? Мы поедем, деньги заберу, надо же отдать, передать Тарасу. Не, ну давайте. Казимиров. Тима пускай тут гуляет. Это движение первых называется. Ну, первых, вторых. Ой, ребята, какой-то слабенький у нас сегодня эфир. Или рано, или поздно, не знаю, как-то так.
Привет, внучок. Скажу, у тебя есть бабушка? Тебе красиво было бы, если бы кто-то бабушка написал «Привет, бабка». А, как вы думаете? Конечно, тебе может быть или 8, или 5. Ну, может, лет 12, не больше, я так думаю. Ну, ребята, я еще немножко побуду и буду выходить с эфира, конечно. С 8 или сколько? Или 12? Магнитная буря влияет. Моя жена в тюрьме, ты ведь дома и сидишь, чтобы магнитом не по башке нет. Сейчас. Чтобы по голове магнитами не треснуло, ну, конечно. Тима, 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 Тима. У меня собака еще бегает тут по улице. Герой дня моего. У нас солнышко сейчас... Ой, главное. Ребята, я понимаю, что с вами очень весело, очень интересно. А я сегодня рассказываю, пью пиво и играю. И угораю. Как вы угадываете? Юля, я в Беларуси. Да, да, да. Вы меня и там видели, и тут видите. Я думаю, плохие комментарии не писали ни тут, ни там. Правда? Спасибо большое. Привет, Бульбашам. Ну, спасибо. Не, замечательно, ребят. Я же не говорю, что вы все там приходите и пишете плохие комментарии. Но мне вчера вообще написали комментарий такой, что увидели где-то в моем ролике дом соседнюю крышу и написали, что я чуть ли тут не бомж. Ну, неважно, я не обижаюсь ни на какие комментарии, потому что, ну, вам хочется со мной, наверное, вы из Беларуси, да, да, я из Беларуси. Вы тоже из Беларуси? Я с Могилева. Вы с Киева. Вот видите, какая география у нас сегодня большая. Кто-то с Украины, кто-то с Беларуси. Но вы все молодежь, я так понимаю, что вы у меня молодежь сегодня окружает, но неважно. Буду разговаривать с молодежью. Ну, вы знаете, повезло, но я живу в Беларуси и жила, поэтому вы же, наверное, тоже жили все время в Украине. Вот так произошло, что сидите вы там. Ой, спасибо большое. Ну, вы знаете, как правильно, как правильно, так мы и говорим. А вообще-то смысл одинаковый. Я сейчас смотрела ТикТок, там захожу на эфир, а там бабушка поет красиво. Вы знаете, я сижу дома в Беларуси на качелях, в своем доме никого не оккупирую. Я, честно сказать, я против политики, я за мир во всем мире. Я уже несколько раз говорила, что вы знаете, что я пенсионерка, в чем я виновата, что так в стране происходит? На что я могу повлиять? Вы, молодежь, будьте добрее, поэтому, наверное, жизнь будет
Конечно, мы все, прямо вот все-все-все. Даже дети маленькие тоже все, правда? Ну, давайте, не грубите, пожалуйста, мне. Я ни в чём не виновата. Я сижу, дома, никуда не выхожу, и в чем то я виновата. Ребята, жизнь продолжается везде, и, добрый вечер. Я не грубиян, как ваши дела? У меня все хорошо. Конечно, никто не виноват. Спасибо. Ребята, ну кто же виноват в этой жизни? Ну вот смотрите, люди стали злее почему-то. Почему? Я не знаю. Ведь наше поколение выросло, мы другими, послевоенное. Я еще раз вам сказала. Я никого не оккупировала. Я сижу на качелях. Тимоша! Сижу на качелях, никого не трогаю, держу телефон в руках, разговариваю с вами, веду эфир, а вы мне пишете, что я в чем-то виновата. В чем? Что я живу в Беларуси, а не на Украине? Ну, в этом никто ж не выбирает, где жить. Конечно, я ни в чём не виновата. Но это, знаете, называется, чтобы это называется «давай поговорим». Вот мы и говорим. Говорим о том, что происходит в стране, в мире. Говорим о жизни. А я еще хочу сказать, что очень важно в этой жизни быть финансово свободным, потому что слишком большое расслоение материальное, и вот народ и обозлился. Ребята, кто был богатым, тот и остался богатым, а кто был нищим, тот и остался нищим. Иван, я, конечно, не знаю, сколько вам лет на самом. Добрый вечер. Всего вам доброго. Огромное спасибо. Да. Это ты, наверное, про себя говоришь, но только не про меня. Да, у нас хорошо в Беларуси. Мне 70. Иван, вам на самом деле 73 года? Мне 70. Значит, мы одного с вами, Иван, вы считаете, что... Вы знаете, давайте мы о войне не будем, о политике не будем. Кто виноват, кто прав, трудно сказать. Ну, наверное... Ой, знаете, что я скажу? Виноваты, наверное, деньги. Большое количество денег. У нас хорошо. С этим у нас, слава богу, все хорошо. Поэтому я не собираюсь о политике. Нет. Здравствуйте, девушка. Волосы и брови свои. Свои. Волосы на голове свои. Брови чуть-чуть нарисованные. Ну, говорят, мозг не брови не нарисуешь. Вот мозги есть, а брови хотелось нарисовать. Элина, некрасиво я выгляжу, но что же делать, мне уже 70 лет. А волосы свои, вот естественные. Да, я за это. Я тоже поддерживаю вас, что хватит этой бойни. Когда в мирное время это все происходит, конечно, как-то, знаете, ну, как-то грустно все-таки вот это происходит, когда, но сейчас хоть по телевизору, Иван, вопросы больше не имею, не буду мучить автора канала, пойду себе дальше. Хорошо, правильно. Нет, вы очень красивы, просто это женская привычка спросить об этом. Ну, Ирина, ты, наверное, юная еще барышня, да? Поэтому хочется спросить. Ну, конечно. Ребята, я прожила уже свою 70 лет, мне уже.
Мне не стыдно сказать свой возраст, совершенно не стыдно. Мне не стыдно за то, что, о чем я рассказываю, потому что я действительно благодаря этому социальному проекту имею дополнительный доход, который мне позволяет лучше жить, потому что пенсии не хватает. Оно однозначно пенсии не хватает. Какая бы, да, 70. Какая бы ни была пенсия у нас, пенсионеров, но она раз в месяц, а все-таки расходы растут все-таки больше. И когда ты получаешь пенсию и начинаешь распределять ее, куда ее в этом месяце потратить, у нас, конечно, очень большую группа большая, это спасибо большое. Это наше лекарство, потому что когда ты уже, как нам врачи почему-то приписывают пожизненное лекарство, ведь это вам уже пить до конца своих дней. Ну вот и пьем. И каждый раз приходишь в аптеку, они хоть чуть-чуть, но дороже. Поэтому как-то вот так происходит это все. Но неважно. Я нашла себе дополнительный доход и позволяю себе купить то, что мне хочется. И одеть, и покушать, и съездить куда-то. То есть для этого и нужен дополнительный доход. И в нашем проекте, тем более, что ни возраст, ни страна, ни ваша моя теща было 80, да, до сих пор губы под щеки румянит и одевается, старается по современному. Ну, молодец. Вот это называется настоящая женщина. А есть женщины в 30 лет уже опустились, чтобы голову не причешут. Ну, всякие в мире есть. Вот это наше поколение, которое все-таки мы в то время не красились. Детство, наша молодость прошла без всяких там красок, без всего. А теперь, конечно, не хочется стареть. Вы знаете, мне один человек сказал, что и женщина, и мужчина должны стареть красиво. Ну и что морщинки, ну и что что-то не так. Не может же быть человек сохраниться полностью. Говорят, вы там уже старые или какие. Ну, может, мы и старые уже. Я ж не говорю, что я молодая. Но дело в том, что у нас все-таки мудрости больше, уважения больше, и воспитание было совершенно другим. А когда еще тебе позволяют финансы что-то приобрести хорошее, красивое, современное, конечно, мы еще на дряхлых старушек не будем выглядеть. Поэтому наша жизнь в наших руках. Я понимаю вот это и прекрасно к этому всему отношусь. Что возраст– это цифры. Рост, вес, вес, возраст– это просто цифры. Главное, насколько, как себя человек чувствует и как он себя преподносит. Ну, вот почему я в этом проекте, о котором я говорю, социальном проекте, потому что, знаете что, вот смотрите, наше поколение, у кого-то, я, допустим, одна, у меня муж уже умер, сидеть с детьми, конечно, ты не будешь, потому что у них своя работа, свое занятие. А в этом проекте я приобрела очень много общения, самое главное общение и востребованность. Меня научили зарабатывать. Я учу людей тоже, как зарабатывать. Поэтому вот так жизнь происходит. Никому не говорить свой возраст. Почему? Никто не поверит или стыдно говорить, что в этом возрасте я еще в интернете сижу. Вы об этом имеете в виду? Ну, вы знаете, я, допустим, у меня внуки есть, у меня внучка говорит, бабушка, я бы тоже хотела в твоем возрасте так выглядеть. Выглядеть и чувствовать немножко разные вещи, понимаете? Ну, не знаю. Все-таки надо быть молодым душой. Говорит, стареет тело, а душа не стареет. Поэтому мне еще кажется, что я еще очень много всего смогу, очень много всего успею. И когда я вот уже 2 года в этом проекте социальном нахожусь, я думаю, да я зайду, просто посмотрю, научусь, как работать в интернете, потому что я была в многих сетевых компаниях, но тогда интернета не было.
Думаю, зайду и научусь просто как работать, как вести, как разговаривать, как настроить соцсети, потому что работа заключается только в том, чтобы отвечать на заявки. То есть на заявки, которые мы никого не ищем, мы никого не тянем за рукав в свою компанию однозначно. Это информационный бизнес, и мы просто говорим. Бизнес называется «Давай поговорим». Ну, я думаю, говорить у нас все умеют. Ну, что говорить и как говорить, конечно, этому нужно учиться. Поэтому вот в этом проекте и нахожусь. Выплаты идут. Недавно у меня вот такое движение было в моей команде. Один человек пришел, второй человек получил. Второй человек еще пришел, третий человек получил. Точно деньги идут от человека к человеку. Поэтому, знаете, все это хорошо, все это замечательно, все это здорово. И это лучше, чем просто сидеть дома и ничего не делать. Потому что я знаю хороший рецепт от всех болячек – это занятость. Когда человек занят чем-то, он не чувствует своих болячек, он не думает о них. Потому что, вот смотрите, начинается дачный сезон, да? Люди едут на дачи, забыли о болячках своих, занимаются, лето там копаются, то есть вот выращивают что-то. Красивая притча. Я думала, вам 40. Ой, Ирина, спасибо большое. Что-то мы остановились, эти комментарии. Спасибо, что вы меня тут заступаете за меня. Люби, Иван, люби и работе, все возрасты покорны. Но и то, и другое надо правильно выбирать, правда? По силе. Все надо выбирать по силе. Нет, ну я же много уже раз эфиры вела и говорю свой возраст, что я не скрываю, сколько мне лет. На самом деле, может быть, когда мне говорят, вы же пенсионеры, я знаете, что говорю? Ребята, слава богу, я дожила. До пенсии дожить – это счастье, а на пенсию прожить – это искусство. Вот и живем вот так вот на пенсии. Ну, поэтому ищем дополнительный доход, чтобы было за что тебе позволить что-то такое лишнее, ну, чтобы себе позволить, есть такое выражение «свои хотелки», потому что женщина в любом возрасте хочет выглядеть хорошо, а вы сами знаете, чтобы стрижку сделать. Спасибо, спасибо большое. Я старею достойно. А что, вы считаете, что я не старею достойно? Если я сижу и рассказываю, что я работаю в интернете, то это я веду себя недостойным? Я считаю, недостойно ведут те бабушки, которые сидят возле подъезда, как рентген, и смотрят, кто с кем пришел, кто все новости знает друг о друге. А я сижу, занимаюсь вот полезным делом для себя прежде всего. У меня есть дополнительный доход, а для людей, сколько людей ищут дополнительный доход. Вы не представляете, сколько людей сидит в кредитах, в ипотеке. Александр Александрович, добрый вечер. Я вам говорю привет. Поговорим? Да, в эфире вот уже. Я сегодня хочу поговорить просто о достойной, как в любом возрасте, пенсионерам особенно, поменять свою жизнь и жить по-другому. Вот мы жили, у нас было, знаете, наше поколение наше, это мы называемся потом. У нас было все потом. Дети школу закончат, дети в садик пойдут, потом я себе что-то позволю. Дети в школу пойдут, потом я обязательно что-то начну делать. А потом дети выросли, вот надо еще ребенка одного отучить, другого отучить, и все у нас потом. И вот это поколение потом. А теперь уже это надо слово заменить на сегодня и сейчас. Я его уже заменила. Потом уже завтра, может быть, не будет. Вот недавно у меня такая же вот история была просто. Ну, уже, я же сказала, что мне 70 лет. Мне позвонила моя знакомая и сказала, что наша подруги не стало, что она умерла. И вы знаете, как грустно становится, что вроде бы еще жизни не было. Пока мы все... Пока мы достойная старость, это нахождение в своей
Самый дорогой ресурс – это время, а не деньги. Я имела в виду без операций и разных уколов. Спасибо большое. Я это не делала и делать не буду. И я нахожусь в семье. Чем заключается мой замечательный проект «Дополнительный доход»? Я сижу дома. Делать деньги дома. Так называется этот проект. Это социальный проект. О своей внешности и не кто-то тут сказал, что и не в деньгах счастье. Да, ребята, не в деньгах счастье. И даже я не говорю в их количестве. А знаете, в чем счастье? Возможности, которые дают деньги. Благодаря деньгам мы можем съездить, отдохнуть. Ну, вы сами понимаете, что значит, когда у человека есть деньги. Уж не об этом не будем рассказывать. А как они зарабатываются? Мы пенсионеры, я пенсионерка, честно скажу. Мне уже на работе меня нигде не берут на земле. Поэтому мне нужно было искать себе дополнительный доход именно в интернете. И вот 2 года я уже в этом проекте. И главное, что я в интернете. Потому что я думала, что в интернете только для детей. Спасибо большое, Лина, спасибо большое. Но почему нами, ну, как бы честно, я сама собой горжусь, что я когда-то не побоялась, просто не побоялась. Вы думаете, что мне не говорили, куда ты лезешь? Солнце начинает светить. Куда ты лезешь? Уже в возрасте такое, что уже пора просто посидеть. Так я же просто и сижу. Только я сижу с телефоном в руках. Это мой инструмент для зарабатывания. Я просто открыла телефон, поотвечала на заявки. В этом заключается моя работа. Почему бы любому и каждому этим не заняться? Почему мамы, которые в декретом сидят, все-таки же не все же время дети наши плачут и кричат. Тоже есть время каких-то 2-3 часа. Мы по-любому, любой человек, наверное, проводит в интернете. Только кто-то проводит это бесплатно, а я за это еще зарабатываю. И учу молодежь. Не сидите, не ленитесь. Работайте над собой, меняйте мышление. На дворе 21 век, нужно идти в ногу со всей эпохой, потому что все в интернете. У нас теперь уже все в интернете. Врача заказать через интернет, услугу какую-то через интернет, одежду через интернет, уже не хочется даже по магазинам ходить. Заказали в интернет-магазине, тебе могут доставку даже сделать домой. Вот так мы живем. Ведь сейчас жить же, только жить. Изобилие всего, ну совершенно всего. Зайдите в магазин, посмотрите, сколько видов колбас, мясных изделий, молочных изделий. Ну, фрукты и овощи, это, как бы, знаете, это все какие-то искусственные эти овощи зимой. Ну, в крайнем случае, это все круглый год у нас есть. А что для этого нужно? А для этого нам нужно только финансы, чтобы у нас в кошельке что-то было. Вот я нашла вот этот проект, эту компанию, у которой, ну, 2-3 пенсии, это, наверное, лучше, чем одна. Согласитесь. И когда у нас пенсия один раз в месяц, а выплаты все-таки идут непредсказуемые, какие-то идут выплаты. Вот у меня вчера была выплата. Пускай это была не сильно большая выплата, но дело в том, что $150 для меня это тоже деньги. Я сидела дома, это меня в Таджикистане зашел партнер и получилось выплатную линию. А я отказался от пенсии. Пенсия – это собачья косточка, а это бизнес плюс сундук ошибок. Это правильно. Уважаю ваш выбор, и у меня тоже бизнес. Ну, дело в том, что, понимаете, это не так просто вести канал. Интересно, достойно, вы молодец. Вы знаете, этому можно научиться. Я даже представления не имела, как я буду это делать. У меня, допустим, в Ютубе есть еще свои ролики. Я вообще никогда не думала, что я буду выпускать какие-то ролики, о чем-то разговаривать. Но в детстве, когда я была еще, наверное, школьница, еще, может, там неизвестно, не помню уже, сколько мне было лет, я всегда говорила, я буду диктором телевидения. И вот говорят, вот мечты сбываются. Вот представляете, в 69 лет я решила не вести бизнес на земле, а пойти в интернет. И вот мой бизнес заключается вот такой, работа в соцсетях. Научили, как настроить, телефон не знала. Заходила в компанию, не знаю, что такое скриншот, было стыдно даже сказать.
что не знала, что как делать скриншот. Нажмите 2 кнопки, зажмите, а у меня то одну зажму. Спасибо, Лина, большое. Ну, миссия такая. Меня как и даже зовут Людмила, людям милая, поэтому мне хочется, чтобы люди жили лучше. И когда начинает о политике, мне хочется, чтобы был мир во всем мире. Мне хочется, чтобы наши дети не болели. Центробанк. а, Дело в том, что опять же начинается доступ к сайтам компании заблокирован. Компания Бифри никаким боком Центробанку не относится. Никто никого не блокировал. Доступ к сайтам компании заблокирован Роскоманду. Причем тут Россия? Это же компания зарегистрирована в Америке. Вы что-то неправильно говорите. Я что-то не поняла, о чем вы сказали. Центробанк внес Бифри в список организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. У нас везде признаки финансовой пирамиды, но не финансовая пирамида. А компания зарегистрирована в Америке, а там финансовую пирамиду не зарегистрируешь. Там даже есть закон о наказании финансовых пирамид. Поэтому компания зарегистрирована там. Чтобы начать зарабатывать в проекте, нужно было других людей, участники компании называли ее то краудфандинг проект, то благотворительный маркетинг. И что? И что от этого поменялось что-то? Люди зарабатывают. Это Всемирная касса взаимопомощи, как когда-то вы знаете о компании, да? Вы работали в этой компании? Я в этой компании нахожусь. У меня за 2 года, вот в августе будет 2 года, у меня 9 партнеров, с которыми 9 партнерами мы идем один за одним, и я зарабатываю. Да, это краудфандинговый. Маркетинг, да, то есть как хотите вы его называете, не благотворительно, деньги идут от человека к человеку. Благотворительный, когда вы просто даете деньги. А у нас деньги ваши возвращают, да, деньги возвращаются, можно сказать, даже благотворительные. Но, Людмила, а где вы находитесь? Я живу в Беларуси. Центробанк никакого отношения к этой компании не имеет, ему все равно, это пирамида или не пирамида. Совершенно Центробанку ничего, мы в Центробанке, мы в России не обслуживаемся. Компания платит налоги в Америке. Вы что-то путаете, Ленин Владимир. Вы ко мне постоянно заходитесь. Рекомендую посмотреть все ролики Мавроди. Не надо мне смотреть. Я в то время была уже взрослая и помню Мавроди, потому что люди как ошалелые несли деньги, всем хотелось быстро заработать. Честно сказать, когда только все это начиналось, и мне говорили, ты будешь там вступать в это МММ? Я говорю, нет, конечно, я не собираюсь. Я дружу с головой. А в этом проекте я уверена уже, я проверила все, буквально проверила, что вывод на карту 100%. Ни компания не берет ни копейки, ничего. Валюта у нашей компании, конечно, доллар, так как компания зарегистрирована в Америке, основная валюта. А вот вход в компанию, вывод денег на любую карту, не привязанную ни к чему, в валюте вашей страны. Поэтому вы, пожалуйста, не пишите мне про Центробанк и Мавроди. Больше вы, наверное, ничего не знаете. Посмотрите, сколько на просторах интернета более чем 80 тысяч компаний. И все такие плохие, правда? Вот наша компания уже 7-й год, 7 лет будет. Неужели только сейчас бы разобрались бы, что это только теперь Центральный банк написал бы что-то там, то, что нельзя частнику, то можно Центробанку с Мавроди. Ну, это другая история, понимаете? У нее тоже была какая-то, наверное, программа другая. Привет, Валентина. Ребята, Мавроди уже, знаете, мы уже столько о нем говорили, и что от этого? Что от этого? Компании, у которой деньги собираются на один счет, вот это есть. Почему у вас начинается? А у тебя что в ушах? Что-то я не могу понять, что у тебя в ушах. Поэтому, ребята,
пишешь одно, потом начинаешь... Я не бедолага, я счастливая женщина. Я настолько счастливая жизнь была. И что? Это недостаток мой или еще что? Почему я бедолага? Что я так плохо выгляжу, что Сергей легенда? Не знаю такого. И не знаю, что это легенда или не легенда. Поэтому... Наш создатель находится там в центральном офисе, и это ее работа. А я партнер этой компании, так как у нас уже 58 стран. Вы говорите, что хотите. Честно, ребята, знаете, что я живу в гармонии с собой и в ладу с совестью. И мне больше ничего не интересует. Если это было противозаконное действие, я живу в Беларуси. Вы прекрасно знаете, что у нас очень хорошие законы. Очень хорошие законы. Поэтому я живу, как полагается, как законопослушному человеку. И мне это очень нравится, потому что я пенсионерка, я сижу дома с телефоном в руках и зарабатываю. У меня много общения, у меня много друзей. Так как компания 58 бедолага, сколько... больше, наверное, чем вы. Я не бедолага, нет. Я счастливая женщина. Статус пенсионерка я. И еще статус у меня партнер международной компании, которая в 58 странах. Нет, я никто, я просто пенсионерка. Я веду свой эфир сама от тебя, и вот просто сегодня разговариваю с вами. Если вам что-то не нравится в моем эфире, на каком я не делала проверку. Почему я? Какую-то проверку я делала в центральном офисе. Я и так хорошо жила. Я всегда хорошо жила. Поверьте, потому что я никогда не ленилась зарабатывать. Я изучала все, что нужно изучить. А теперь год новых технологий, а вы чего сидите, не изучаете? Вы знаете, когда люди... Так что, ребята, не ваше дело, кого у нас назначили. Нашего президента выбрала страна, и мы гордимся нашим этим президентом. Вам не нравится? Смотрите на своего, где вы живете. Поверьте, я к этому отношусь, когда то, что организация является финансовой, можно потерять деньги. Нет, конечно. У нас деньги потерять невозможно. Совершенно невозможно. У нас проект безрисковый. У нас деньги идут от человека к человеку. Мошеннических действий никаких у нас нет. И не может быть. Поэтому это вы пишете, где вы только вот этого всего набрались. Вот честно сказать, вот когда начинаете вот такие комментарии писать, ну где вы это все набрали? Ну приходите ко мне в Телеграм, я вам дам всю информацию, вы просто увидите, что вы глупости пишете, какие-то глупости пишете. Поэтому... Ой, господи, ага, это было видно в 21 году, как вы, как это... Вы зайдите, где пишут отзывы... Нет, вы сказали, вы были в офисе в Америке. Я была в Америке. И что? Что я вру? В чем, зачем тогда вы врете, что проверили эту компанию? Я проверила документально. Сейчас в интернете можно проверить все, так как у нас бизнес в интернете.
Поэтому все документацию я проверила. Я уже 2 года тут сижу и зарабатываю хорошо. Поэтому я бы не сидела. У нас семейный бизнес, у нас много работает людей с семьями. Зачем вы проверили? Ну, вообще как-то... Вы же, наверное, сравниваете работу на земле и в интернете. Мы все работаем удаленно. Поэтому я своих партнеров вижу только по видео, когда вот так вот общаемся. А больше я своих партнеров и не увижу, не встречусь, наверное, никогда с ними. А вы мою историю не знаете, я вам ее рассказывать не буду. Хорошо? Это мое личное дело. Я была замужем, в Америке жила. Что теперь? Кто хочет что, то и скидывайте. Ну, заблокируйте мой аккаунт. Ну и что, ребята? Вам легче от этого? Я не буду на эту тему говорить. Я эту тему трогать не буду. У меня сегодня совершенно другой эфир, сегодня совершенно другая жизнь, у меня на пенсии другая жизнь. Я сегодня хочу говорить, рассказать, как на пенсии можно улучшать свое финансовое положение, как на пенсии можно жить по-другому. Потому что, ну, я тебе доказывать ничего не буду. Не хочется, просто не хочется. Вы знаешь, в таком... Никак. В делюгу я не знаю, как попасть. Я там не работаю, поэтому я ничего не знаю. Я это не знаю, куда попасть вы хотите. Я работаю в честном, прозрачном проекте. Да, я закончила 2 класса. Всего лишь. Устраивает ваше мое обучение? Грамотность моя устраивает? Я посмотрю, когда тебе будет 70 лет, какой ты будешь грамотный, и как ты будешь вот так вот в новую эпоху перейдешь, и как ты будешь ориентироваться, да? Грамотный такой нашелся. Ну, молодец. Я тебе не мешаю, не мешай и ты мне. Ребята, на такие вопросы провокационные, которые вы хотите мне задать, я явно отвечать не буду. Знаете почему? Потому что я себя уважаю. Просто уважаю. И кому будет интересна моя биография, я ее расскажу лично. Но не в эфире, на котором я нахожусь. У меня много моих партнеров смотрит и учатся многим вещам. Поэтому вот это вот хотя бы не буду врать, что был в Америке, когда просят, как вам дали визу, ты говоришь, что не хочешь говорить. Я эту тему закрыла. На эту тему я рассказывать ничего не буду. Можете мне не писать. Если для вас это очень интересно, ну, не знаю, любопытство не порок. Я рассказываю, как я, сидя дома в Могилеве, в Республика Беларусь, при помощи своего телефона вышла на достойный доход, потому что у меня бизнес в интернете, и я об этом рассказываю. А моя история жизни, где я была, сколько я где жила, это никого не касается, совершенно никого. Я же не рассказываю свою родословную. И я не на таком сайте. Я просто рассказываю, что я пенсионерка, обыкновенная белорусская пенсионерка, вышла на достойный доход благодаря компании, в которой я называюсь. Это компания BeFree LLS. Ну, вы хорошо, что ты, видно, что ты образованный, молодец. Я тоже в твоем возрасте, когда мне было столько лет. Я не на русском, я не буду вам отвечать на эти вопросы. Я веду эфир на русском языке. Живу в Беларуси, знаю белорусский язык. Когда жила там, знала английский язык. Поэтому, ребята, географию и свою биографию я рассказывать не буду. Вы сегодня какие-то хотите задавать вопросы, только не знаю, почему вас это все интересует. Кто образованный, он никогда не напишет, что я образованный. У меня тоже 2 высших образования, не переживайте. Я не глупая, но если я не хочу рассказывать то, что вы от меня... Это не ваше дело, что я слеплю или 3, или 10 слов.
Мне это в моем проекте, в котором я нахожусь, у нас маркетинг переведен на 10 языков. Так что кому надо на английском, будет вам на английском. А вы про себя? Вы же написали, что вы грамотны. Наверное, вас по обману и научили, как обманывать людей. Я веду честный образ жизни. И поэтому, ребята, я думаю, что на эту тему нам уже хватит говорить об этом, об моей истории, кто я, где я жила, что я делала. Я сейчас сижу в Беларуси на своих качелях в родном городе и рассказываю о том, что я пенсионерка. Я обыкновенная пенсионерка. Врать мне нечего врать. И какая разница, какой в нашем проекте, когда вы работаете, приходите, не имеет значения ваш статус, не имеет значения, где вы жили, кем вы были. А знаете, что на старость самое главное? Не кем ты был, а кем ты остался. Вот какой ты остался, вот это скажи. Зачем? Много чести, я просто думаю, для вас. У вас даже фотографии нету нормальные. Я ничего не рассказываю больше, я просто с вами рассказываю. Мою биографию я понимаю, что я же вашу не собираюсь узнавать вашу биографию. Зачем вам моя биография? Вот скажите, зачем вам моя биография? Вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. У меня ничего не идет на моем сайте, мне на сайте компании все хорошо. Я работаю на своем канале, у меня все хорошо на моем канале в Телеграм. Так а зачем тебе моя биография? Я с тобой знакомиться не хочу лично. Ой, Евгений, привет. Давно не видела. Я уже 2 года радуюсь жизни. Меня никто не развел ни на копейку, представляете? Вот я зашла в эту компанию в августе 23 года. Вот в августе будет 2 года, как я в этом проекте. А компании уже будет 7 лет. Плакать мне не приходится. Я радуюсь жизни каждый день. Вы знаете, я просыпаюсь и каждый раз благодарю Бога, что я живу, что я проснулась, что у меня все хорошо. Я благодарю за то, что у меня есть. А еще у меня есть, вот сегодня я проснулась, значит, у меня сегодняшний еще день есть. А вы такие грамотные все пишете, привет, такие грамотные все пишете, такие вы уверены, что у вас все будет хорошо. Поверьте, жизнь настолько непредсказуемая, поэтому уважайте сами себя. Какие люди? Ой, и какие люди? Кого тут увидели интересного? Да, Марик, я помню, ты приходил ко мне на все эфиры, поэтому все хорошо. Ой, как солнце светит, прямо аж это. Скоро будет вечер уже. Так что, ребята, я, по-моему, я Шалава передавала другу, я поняла. Ребята, и что? Ну не одна же я в этом проекте. Нас более чем 700 тысяч человек. Что вы меня предупреждаете? Ну если бы это вам было бы... бабуль, ты не вывезешь этот контент по поводу еще. Ой, какие вы ж умные, боже мой, боже. Где ж вас только учили, а, ребята? У меня все хорошо. Честно вам скажу. Даже не думала, что в 70 лет можно так хорошо жить.
И я никому ничего не рассказываю нового. Я делюсь своей историей, своей жизнью, что благодаря замечательному проекту я вышла на достойный доход. Я построила себе подушку безопасности, которую бизнес я могу передать по наследству. Что я делаю плохого? Я что, вас прошу денег, или я вам говорю, вот вам счет, мы кидаете туда деньги, заходите. Нет. Я на конкурсной основе себе выбираю партнеров, потому что их мне нужно 4-5 активных партнеров для того, чтобы выйти на достойный доход. Они у меня уже есть. Они у меня уже есть. А вы вот просто... Ой, биография интересна тем, что можно определить... Ой, ребята, тебе 70 выглядишь на привет, и дай бог вам так жить. Здравствуйте, Куку. Ой, ребята, просто были... Уходите, да. Ну, ребята, ну и хорошо. Я рада, Марик, я рада за тебя. Да, я богатый, стал, и подушки есть. Ну и хорошо. И мешки есть, у кого-то под глазами, у кого-то где-то. Здравствуйте, Куку, отправлено. Ну, отправлено, значит, отправлено. Это временно, бабуля. Биография интересна тем, что можно определить всё. Ребята, я никому не рассказываю свою биографию. Что у меня, чего у вас есть, скоро будет цифра, типа деньги не потратит, спишут. Я никого не заманываю. Совершенно никого не заманываю, поверьте, я просто веду эфир. Мне все равно, зайдете вы, не зайдете. Вот я с вами пообщалась, я видела своих партнеров, которые заходили, смотрели. Я с вами пообщалась, у меня замечательное настроение. А клюет, не клюет, это рыбка на удочку. Клюет или не клюет? Вы знаете, говорят, дай рыбу, человек будет сытым сегодня, а дай ему удочку, он будет сыт каждый день. Поэтому, ребята, раздаю золотые удочки. Заходите. Да, 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 да. И любопытные все читали и заглядывали на забор. Да, молодец. Я просто понимаю. Эти партнеры, да, это партнеры с моей компании. Что? Ой, ребята, буду заканчивать эфир, потому что солнце уже невозможно вести эфир. Вы не правы, не нужны рекламировать. Если была эта пирамида, я бы ее явно не рекламировала. А это не пирамида. Поэтому я с ней с гордостью рассказываю. И вы можете все тут вместе кричать, что это не так, а я знаю, что это так. Потому что я лично сама проверила, лично сама 2 года я в этом проекте, лично сама я зарабатываю. Поэтому... Конечно. Конечно, конечно. Ребята, всем хорошего вечера, всем до свидания. Кто уходит с моего эфира, я никого не держу. Было очень спасибо с вами, было очень интересно. Если вы мне не писали комментарии, было бы скучно. А так вот мы и поговорили с вами обо всем. Вы меня не переубедили в том, что это пирамида, потому что я знаю. Нет, я не пью таблеточки. На ночь я таблеточки не пью, у меня с здоровьем все хорошо. Я занимаюсь дыхательной гимнастикой, я занимаюсь много чем, поэтому от таблеток доброй ночи. Спасибо, Марик, и тебе доброй ночи. Поэтому, ребята, доживите до моего возраста, да вы поймете. Вы не раз меня еще вспомните, что когда-то был эфир, женщина из Беларуси говорила, что цените время и здоровье. Оно не возвращается, а зло возвращается, и бумеранг каждому прилетит. Нет, так уже солнышко не греет, оно просто светит, потому что уже у нас вечер.
Я дышу свежим воздухом, я сижу на качелях спокойно, с вами разговариваю, у меня все хорошо. Вы меня ничем не обидели. Мой же бумеранг ко мне прилетит, а ваш к вам. Я за свой бумеранг не боюсь. Мой бумеранг знает только мой адрес, он к вам не перелетит. Не переживайте. За меня вы не волнуйтесь, вы волнуйтесь за себя. Потому что когда пишешь вот такие гадости людям, ну такие вот какие-то, знаете, я не хочу сказать, что вы мне гадости писали, нет, спасибо большое вам. Ну вообще, вот люди злые. Маша, вы не очень убедительны, куда смотрит наш президент, а какое дело до президенту до меня? А, Маша? Какое дело президенту до меня? Расскажите мне. Я пенсионерка, он мне дал пенсию, я зарабатываю, я получаю пенсию. Какое дело до меня, что я сегодня вечером делаю президенту? Ваш президент знает, что вы сегодня делаете? За налоги не волнуйтесь. Не волнуйтесь, с этим у меня все хорошо. У меня оформлена самозанятость. Не переживайте. За меня вы не переживайте. А Лукашенко, дай бог ему здоровья. Дай бог ему долго-долго прожить еще. Потому что у нас замечательная страна, замечательный президент. Да, я законопослушный гражданин. Нина, добрый день. Поэтому, ребята, я не в том возрасте, чтобы включить свой стрим. Я не в том возрасте, чтобы меня чем-то пугать. Да, ребята, я уже собиралась уходить. Дай бог ему здоровья, святой человек, да. И я горжусь, что я живу в этой стране. Я горжусь тем, что я соблюдаю все правила. Успокойтесь, я тоже с РБ. И что? И что ты с РБ? У нас, наверное, разные отношения к жизни. Так расскажите, откуда вы? Я с Могилева, а вы откуда? Спасибо. Ребята, были бы люди добрее, какая разница, какой у нас президент? С Мозыря? Ну, я когда-то была в Мозыре. Это было, правда, очень давно. Но если вы знаете вообще Беларусь, то я вообще с Бреста, но прожила 40, почти 50 лет в этом, в Могилеве. А почему я тыкаю вам? А напишите имя, отчество, я буду вас называть по имени, отчеству. У вас так подписано Маша. Если у вас было написано Мария Ивановна, я бы обращалась к вам, Мария Ивановна. Ой, ну ладно. Я никому не тыкаю, я даже с молодежью разговариваю на «вы». При жизни и при встрече всегда разговариваю на «вы». А вы начинаете просто уже злиться, что жизнь не удалась. Говорят, счастливые люди не злятся, не... Все хорошо. Обиженных, говорят, на обиженных воду возят, поэтому я не обижаюсь никогда ни на кого. Каждый пишет то, что ему хочется написать. Рада, что вы были со мной, рада за эфир, что я вот час уже прошел, и я буду закругляться, буду заниматься своими делами. Завтра буду тоже в эфире, то есть я каждый вечер выхожу в эфир, поэтому все замечательно, все хорошо. Так что, ребята, хорошего вам вечера, хорошего настроения. Говорят, курдая, да. Петухов на яйца садят, да? Продолжу вашу эту... Ну, напишите на всякий случай. Хорошо, хорошо. Напишите. Я тоже на вас напишу куда-нибудь. На заборе напишу.
Ну и что? На здоровье. На здоровье, мой хороший. Не надо меня пугать. Совершенно не надо пугать, потому что я ничем незаконным не занимаюсь. Совершенно ничем. Я не даю пропаганду, я никого не тяну куда. Я просто... Хорошо. Договорились. Вам адрес бросить мой, чтобы мне лично письмо пришло? Или вы найдете? Вы очень красиво подписаны. Вы, наверное, соответствуете тому, что подписаны, да? Не надо мне никакие на мой счет. У меня нету счета. У меня нету счета. На который счет надо начислять? Мне ничего. Нет. Нет. Мария Ивановна, нет. Это не мошенничество. Потому что я не знаю, как вас зовут. Вы написаны просто Маша. Что бы упростило дело? Если я вам адрес прислала, а номер книжки этого карточки не написать вам еще? Что еще написать? Данные паспорта, да? Вот, ребята, к сожалению, на бумаге можете переводить хоть и 10 миллионов. На бумаге. Вы мне никуда не переведете, потому что мне ваши деньги вообще совершенно не нужны, это раз. Во-вторых, у вас их нету, если даже вы хотели. Все, ребята, на этой хорошей ноте Ольга Бакунова. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Нет, ну как бы... Мое настроение очень хорошее. У меня всегда хорошее. Ваше как? Привет. Привет из Подольска. Ой, спасибо. У меня сейчас сын работает у вас в Подольске. Я живу в Беларуси. А чем вы занимаетесь? Сколько вам лет? А чего меня? Нет, я на даче не отдыхаю. Я живу в частном доме, поэтому дачи у меня нету. Не переживайте, вы туда быстрее пойдете, чем я. Поэтому вы меня не пугайте ничем, совершенно не пугайте. Так что, ребята, была рада с вами поговорить, рада с вами познакомиться. Вот последнее лето сказали, что скоро я буду в СИЗО. Я думаю, молодой человек, вы там окажетесь намного раньше. А работаете в Москве? Ну, хорошо. А я работаю просто в интернете, потому что... Вот я вас не спросила, поэтому нарисовала. Ну, у меня тоже цветы есть, огорода нету, теплица есть, ну, такая небольшая. Хорошего вам вечера, Олечка. Буду выходить, я буду заниматься своими делами, потому что уже начинаешь, зачем я брови нарисовала, зачем я еще что-нибудь. У тебя, вот честное слово, ты вот прямо фразу с языка сорвал, что с башкой беда. Конечно, конечно. Я не проверяйте, но я же говорю, что компания 58 стран, более чем 700 тысяч партнеров. Проверяйте. Зарегистрирован в штате Делавэр. Да вы сами проверьте. Причем вы кого вы пугаете? Кого вы? Я партнер этой компании. Просто партнер. Чем вы меня можете напугать? Я что, создала эту компанию? Или кого-то это завлекаю, чтобы люди туда заходили? Да мне нафиг надо такие вот партнеры, как вы. У меня есть партнеры нормальные, с которыми я уже работаю 2 года и зарабатываю. И бизнес передается по наследству. Что вы меня пугаете? Вот в России, вот если бы в России была зарегистрирована компания, да, могла бы быть зарегистрирована пирамида. А в Америке пирамиду не зарегистрируешь.
Там в интернете даже есть полиция, которая привлекает к ответственности уголовно. Так что вы меня не пугайте. Спасибо большое. Ну, вы как хотите считайте. Хочется вам пирамида, пускай будет пирамида. Мне все равно, как вы это считаете. Я работаю в проекте, но не в пирамиде. Пирамида никакого отношения. Ну, это не ну, это вам судить, кто что делал. Вы посмотрите, что вы еще в своей жизни будете делать. Все, ребята, всем хорошего вечера, всего хорошего. Спасибо, спасибо. Большое, что ты меня предупредил. Завтра встретимся, хорошо? Все, до свидания. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Чего он не отключается?